Ассалому алайкум дӯстон. Хуш омадем ба шабакаи мо. Чӣ хеле ки ҳамагон медонанд, бисёриҳо ба саволе рӯбарӯ мешаванд ки Салим Муҳиддинов дар куҷоае. Ма аз имрӯз мо дар бораи дар куҷо будани Салим Муҳиддинов ва бо чӣ кор машғул шиданаш суҳбат мекунем. Дар ин бора Баҳриддин Ҷалолов бо яке аз дӯстони наздики Салим, Рустам Сербиев, ки дар сбор дар давлати Таиланд бо ҳамроҳии Салим буд ва дар зали Ака Таиланд низ бо Салим машқу тамрин мекард, дар саҳифаи инстаграми худ ҳамсуҳбат шуданд. Дӯстон, аз шумо хоҳиш мекунем ки видеоролика то охирша тамошо кунед, хитон ҳамаша мефаҳмед. Беҳтарин дастгирии та барои мо лайк, комментария ва подписатсия кардане дар канали Нокаутиҷи. Тамошои барҳаворо орзумандам. Лайка фаромӯш накун. Салам алейкум. Валейкум салам, брат. Как у тебя дела, брат? Алхамдулилlah, все хорошо. Ты как бы? Рустам, расскажи, пожалуйста, ты где сейчас находишься, чем занимаешься, какие планы у тебя на данный момент? И немножко облокотись назад немножко, чтобы тебя мы увидели полный рост. Да, отлично. Так лучше? Поехали. Так намного лучше. Хорошо. На данный момент я вчера я во Франции. Мне просто надо на этой неделе там тесты сдать на бой, чтобы бой там надо сканер там делать, надо кровь сдать. В Бельгии же с паспортом. Стоп. Не знаю, что происходит, но твой голос, она пропадает. Когда я говорю, меня четко слышно? Да, я тебя четко слышу. Сейчас, брат, разберемся, почему так. Может, комментарий выключим, будет лучше? Давай сейчас попробуем. Сейчас лучше? Да, сейчас лучше. Все, заново начну лучше, да? Да, вот расскажи, где и как проходит твоя подготовка и какие планы у тебя. У меня на данный момент подготовка в Париже, в Академии называется. Знаменитый клуб во Франции. Мне кажется, все-таки интернет у тебя немножко лагает, и из-за этого твой голос постоянно пропадает, брат. Интернет мой лагает? Брат, у меня полностью... Сейчас, секундочку, я попробую наушники одеть. Я думаю, что будет лучше. Как слышно меня? Отлично, брат. Меня тоже хорошо слышно? Вроде бы слышно, но когда ты начинаешь разговаривать, и твой голос начинает пропадать. Я не знаю почему. Интернет у меня полный тут, брат, стоит, все линии. Я не знаю, первый раз это. Все, вот теперь четко слышно, брат. Давай продолжим. Все, да. Вопрос с чего, на какой вопрос ответить? Где ты сейчас, чем ты занимаешься и какие у тебя планы на данный момент? Я сейчас на данный момент в Бельгии. Я вернулся вчера. Тут у меня Откуда? С Франции, с Парижа. Я на сборах был. Мне надо 3 теста сдать, чтобы на бой подтвердить, чтобы контракт полностью подписать. И отсюда я сейчас сразу во Францию на этой неделе в конце уеду обратно на сборы. И у меня планы 29 октября выступить. У тебя бой намечен на 9 октября, правильно? 29 октября. 29 октября. Расскажи, пожалуйста, это какая лига, что она из себя представляет, кому вообще принадлежит эта лига? Эта лига принадлежит французу, он борец, греко-римский борец, хорошо известный борец во Франции, это его лига, Стефан его зовут. Организация называется 100% Fight, короче, 100%. Там дрался Энгану, оттуда перешел в UFC. Там были разные бойцы, которые сейчас дерутся из Франции в этой лиге. И на данный момент только сейчас легально сделали ММА во Франции. Только сейчас, что можно легально турниры проводить. Это первый тур. Да, брат, ты говоришь, что недавно легализовали ММА во Франции. Но, насколько я знаю,
Нагано уже давно в UFC, и он вышел из этой лиги, правильно получается? Или эта лига не во Франции проводил турниры? Не во Франции, она вот Люксембург, вот эти страны есть, рядомские страны там проводили. Угу. Ясненько. Но, будучи... Неофициально они проводили, ну в Шердок, Угу. в Шердок все заходило. Угу. А вот Хорошо. первый турнир, и там слишком ну, это, прессинга на турнире стоит сейчас, много новостей, там журналисты, пресс-конференции, вот это. Сейчас развивается ММА во Франции. Я думаю, для меня это хороший ход, чтобы выступить во Франции. Алло, брат. Слышно меня? Да, Рустам, тебе позвонили по ходу дела, да, по-моему? Не, никто не звонил, брат. Скажи, пожалуйста, Мехди Дакаев тоже готовился, тоже выступал в этой лиге? Мехди Дакаев, если не ошибаюсь, это не Мехди был там дрался, это Магомед Бибулатов там дрался. Ага, я понял. Бибулатов тут дрался. Угу. Может быть, Мехди тоже, просто этот тренер, который во Франции, он говорил, что Бибулатов тут дрался. Угу. Скажи, пожалуйста, насколько значимо для тебя твое выступление в этой лиге? То есть, победив в этой лиге, ты будешь претендентом номер один за титул, или ты уйдешь, или это будет для тебя трамплином уход в Bellator, в UFC, PFL или ACA? В чем плюс твоего выступления в этой лиге? Баха, брат, слышно меня? Я думаю, твой интернет, брат. У меня, смотри, это для меня, я думаю, это важный ход для меня, потому что сейчас только легально стало во Франции. Ну, чтобы публика увидела, чтобы люди заинтересовались. Но все равно, если правду сказать, бойцы зарабатывают с интернета же, если правильно сказать. Это как понять? Ну, рекламу делать. Если подписчиков много, разные компании хотят, чтобы ты рекламу делал, и тебя больше компаний хотят, когда ты на бой выходишь. А вот насчет трамплина в другие организации. Это мой интернет или его интернет? Вот сейчас меня хорошо слышно? Я полностью вышел из Wi-Fi. Я полностью вышел из Wi-Fi. Скорее всего, это проблемы были с Wi-Fi, я так понимаю. Брат, я понял. А вот насчет трамполина в Беллаторе, вот это вот. У меня должен был бой быть в Беллаторе еще год назад. Я должен был драться сперва. В Израиле у меня бой был, в Тель-Авиве у меня бой должен был, но он сорвался, не знаю там что было. И вот потом в Сан-Хосе должно быть, в Сан-Хосе они проводят турнир, и тренер мне предлагал, чтобы там подраться. Я согласился. Проблема была в том, что Беллатор не успел бы мне рабочую визу сделать на бой. И они на бой и не хотели они делать. На один бой, чтобы мне делать, потому что они должны за это платить же все делать. И на один бой. Типа, если меня полностью не подписывают на данный момент, но только на один бой они не согласились на это, и мы вот так оставили. А вот насчет трамплина, чтобы оттуда перейти, эта организация будет теперь совместно работать с КСВ, которая в Польше эта организация. КСВ. КСW. Вот. Да, они вместе будут работать. Если хочешь оттуда, если несколько боев проводил, выиграл, ты можешь оттуда, ну как UFC с М1 работал, чемпионом становишься, можешь сразу переходить. Беллатор тоже у них связи есть. На меня сейчас, я подписал контракт на 16 месяцев. Это на 6 боев. На 6 боев. Ну, у меня с ним договор,
после 4 боев я могу уйти, если хочу. Ясно. Мы тебе желаем удачи, брат, раз у тебя еще 4 боя по контракту. Правильно? Ты уже 2 провел, и осталось еще 4 боя. Да, у меня 4 боя. Тогда мы тебе желаем удачи, брат, чтобы ты смог выиграть 4 боя, завоевать титул, и как Фрэнсис Нганnou ушел в UFC. Сейчас сделаем все возможное, все по воле Всевышнего. Да. Вот ты знаешь, брат, меня и аудиторию нашу мучает один вопрос. Где Салим Мухиддинов? Наш земляк. Он взял и пропал. Где он сейчас? Ты не в курсе? Брат, у меня полностью Инстаграм с таджиками. У меня только одни и те же вопросы. Где Салим? Куда пропал? Что с ним? Я, конечно, рассказывать не буду же. Все, я вам коротко, ясно. На данный момент он в Л.А. живет. Он переехал в Сан-Хосе. Он там со своими делами в Лос-Анджелесе. И он там работает, он тренируется. Ему нужна была финансовая помощь. Коротко, ясно, если сказать на данный момент. Да, он ко мне как старший брат. Я его давно 6-7 лет уже знаю. С Таиландом мы еще с ним всегда на связи были. Сейчас чуть проблемы были. Там бывает проигрыши, все бывает. Это все по воле Всевышнего. Иншалла, он вернется, не переживайте. Он не оставил спорт. Если вы хотите, я думаю, на ваш ответ, он оставил спорт или нет? Нет, он не оставил. Честно говоря, нас больше интересовало то, что жив и здоров он. Остальное неважно, он будет в спорте, не будет. Самое главное, чтобы он был жив-здоров. Здоров, брат. Он на правильном направлении сейчас. Машалла. Расскажи, пожалуйста, почему ты не хочешь выступать в российских лигах? Потому что я знаю, что очень хорошие условия на данный момент в лиге ACA в России. Ты сам еще был в Америке, у тебя было много шансов там, в Америке выступать, но ты выбрал именно французскую лигу. Если правду сказать, это смотри, если начинаю, я сейчас должен был вообще в Америку уехать, но у меня с визой проблемы были. Из-за этого вируса мне визу дали. А рабочую открыть, мне надо было контракт где-то подписать. А это сложно было, так как я провел бой в Америке, и никакая сложно было с организациями подписать. И вот я с тренером общался, он сказал, там посмотри, пока там бои сделать там. Я ему сказал, что объяснил все. Значит, ты такая лига, такая, все. Он сказал, все, давай, можешь сделать, подписывай. Я подписал сразу, без ничего. Рустам, расскажи, пожалуйста, а вообще вот ты свою карьеру как начинал? Где начинал? И как ты оказался в Сан-Хосе, в АКА? Вот расскажи немножко об этом для начинающих бойцов ММА, чтобы для них был какой-то урок это. Все, сейчас. Все, знаешь, как все началось? Я поехал в Таиланд. Все с Таиланда началось. Сейчас, правильно скажу, это было 6,5 года назад было. Примерно вот так было. Почти 7 лет назад было. В Тайгер Муай-Тай поехал. Да, в Пхукет я поехал. Я думал, в Тайгер Муай-Тай поехать или в АКА Таиланд поехать. Я вот смотрел все, я видел, что Тайгер много забитый был, там много людей слишком было. А вот я посмотрел на АКА, там было на парень партнер, все было. Я тогда Салима нашел, и с Салимом начал переписываться. Он говорит, да, конечно, брат, приезжай, я тебя встречу. Вот поехал, и там я с ним 3 месяца провел, и с этого у нас с ним братство продолжается. И вот оттуда я начал и вернулся в Бельгию. Тут я по кикбоксингу выступал, и там дзюдо, там тоже делал. И когда 18 исполнилось, к 19 лет, я начал уже, подумал, надо на ММА переходить. Мне это интересно было. В маленьких, в клетке, мне всегда интересно было. И вот перешел, начал по любительским, выступил, Потом с Салимом связался, он в Америке был. И я тогда тренеру написал, Хавьеру Мендесу, я ему так объяснил, я с АКА Таиланд, туда, он говорит, да, конечно, приезжай. Я вот поехал туда на первые сборы, 3 месяца я там на сборах был. И они мне сказали, проведи по любительским тут бой. Я сказал, готовился, выиграл там сразу же. И вот с этого... Рустам, стоп. Вот ты круто рассказываешь, но ты знаешь, как тебе сказать, краткое содержание своей истории.
Но нам интересно, как ты нашел деньги из Таиланда, поехал в Европу, из Европы, как ты получил визу, поехал в Америку, понимаешь? У тебя все легко в жизни было. Но я уверен, что если мы глубоко посмотрим, то до хрена там сложности было. Расскажи нам сложности. Нам интересно больше узнать про сложности. Через что ты прошел? В Таиланд меня отправила мама. Она хотела. Я сперва футбол занимаю, потом мать сказала, я сказал, я футболом больше не хочу, боями хочу знать. И она сказала, куда ты хочешь? Я сказал, в Таиланд хочу. У меня мечта была, поехать в Таиланд. Я там много бойцов видел. Майербек, Тайсон, бойцы были. В Таиланд хочу. Она сказала, хорошо, отправим тебя. И вот так чуть получилось. Не знаю, грузилось опять. Слышно меня? Брат, ты меня слышишь? Это его интернет или мой интернет? У меня полный. Алим, если есть сайт с Алим, отправь. Алло. Вот, все, прекрасно тебя слышно. Все говорят, что это... Не знаю уже, чей Инстаграм. Я извиняюсь, друзья, за свой интернет, но вроде как я отключил Wi-Fi, и когда я вернулся на 3G, на 4G свой, да, там, который московский, сейчас у меня интернет очень дорогой, я по нему с тобой разговариваю. Вроде бы нормально все идет. Все, сейчас быстро все сделаем, чтобы тебе дорого не вышло. Нормально, брат. Так, в Америку так все получилось, тренер, все. И вот в Таиланде мама мне помогала. И вот когда я вернулся, понял, что я чисто на ММА хочу. И я начал работать. Я работал, тренировался и работал тут в Бельгии. Я работал в фабрике Кока-Колы. Там Кока-Колу там делал. И как тебе нормально платили там? Брат, там в месяц 2400 евро было. Ага. И я вот собирал деньги, 6 тысяч, 7 тысяч, и сразу соскок делал в Америку. Сразу 6 тысяч собирался, и я соскок делал. Рустам, вот в то время, когда ты работал... Извини, пожалуйста, перебил тебя. В то время, когда ты работал в заводе Coca-Cola, ты, получается, не тренировался, да? Или ты находил время, приходил и тренировался? Как это происходило? Знаешь, у меня как было? Одну неделю с 6 утра до 2, вторая неделя с 2 до 10 ночи, и третья с 10 до 6 утра. У меня каждую неделю вот так менялось. И я вот там находил между часами там персональные тренировки, там сам работал, ходил вот так, бегал туда-сюда. И сразу собирал деньги и соскакивал. И вот визу как ты получил? Визу? У меня же бельгийский паспорт, брат. Я в любую точку мира могу заехать. Тобой, брат. Тебе повезло, брат. Зеленая карточка есть, брат. Сейчас я тебе ее покажу, да. Сейчас. Грин-карта. Как не типа грин? Показывай, посмотри, как она у тебя выглядит. Вот она. Машаллах. Любую точку мира вот так заезжаю, да. Машаллах. Это мечта для многих, да, брат? Да, мне сразу визу дали. Я сразу подал, и через час мне сразу ответ пришел на e-mail. У меня электронный, и я сразу через пару дней вылетал. Машаллах. Машаллах, брат. Я очень рад это слышать, что у тебя все легко получилось. Скажи, пожалуйста, на данный момент кто тебя поддерживает? Или, как ты говоришь, у тебя много подписчиков в Инстаграме, это помогает тебе зарабатывать деньги? Сейчас, если правду сказать, во-первых, меня впервые спонсировал Фитро. Они спонсировали, но сейчас там другой руководитель, там все поменялось. И сейчас Фитро же уже у другого человека сейчас. И сейчас открылась новая компания Goodies. Наверное, ты видел, да, который некоторые бойцы сейчас рекламируют Goodies компанию? Нет, Фитро знаю, но как ты сказал, Goodies ты сказал? Да, Goodies. Они сейчас это тоже официальный спонсор, там, AMC Fight Nights начали там. Ты, наверное, видел, там, оранжевый. Вот, сейчас у меня с ними тоже должно было, чат будет, иншалла, сейчас на контракте там вот это все готовится.
посмотрим все как. И вот тут бывают некоторые фирмы, которые есть, которые дают, там, поддерживают. На это вот все и делаю, брат. Машалла. Скажи, пожалуйста, вот ты теперь к своему бою где будешь готовиться? Там, в Европе, или ты приедешь в Россию? Я буду во Франции готовиться. А как там со спарринг-партнерами? Кто там, что там? Там, брат, разные спарринг-партнеры. У нас в зале очень молодые ребята все. 23, 20, 25, 26. Ну вот в моем весе 66, 70, 77. Все молодые такие бойцы, голодные, которые куда-то хотят. У одного рекорд там 14-1, 15-1, в КСВ дерется, в Беллатор дерется. Много спарринг-партнеров на мой вес там. Ну вот Салах его зовут, он был чемпионом 70 килограмм. Ну сейчас он недавно проиграл, сейчас у него 15-1. Он сейчас выиграл, и следующий бой у него опять за титул. Ну там хорошие бойцы. Тут много пишут Салим. Друзья, вот вы сами опоздали на прямой эфир. Рустам все рассказал про Салима. Салима все хорошо, все нормально. Он сейчас готовится, у него были финансовые проблемы, но он вернется обратно. Давайте сейчас пока поговорим с Рустамом Зерабиевым, послушаем на данный момент, в каком этапе он находится, вот, где и как проходит его подготовка, мы услышали. Давайте теперь узнаем про твоего соперника, кто он, что он. Вот, расскажи об этом немножко. Мне сперва соперники искали из Франции. Там, не знаю, там некоторые хотели, некоторые нет, потому что они из Франции соперника хотели против меня поставить. И потом там какие-то разногласия были, не знаю, что там было. Я не спрашивал ничего. Они потом сказали, что соперника найдут или из Бразилии, или из Украины, или из Польши, что-то. Они вот из этого сейчас там идут, они там разных бойцов рассматривают, не знаю. Там просто 7-2 рекорд, там новая комиссия. Вот Франция, вот в Америке есть разные же комиссии, у каждого штата свои судьи, там вот это все. И сейчас это тоже во Франции. И они взяли это с Америки. Все правила с Америки они будут сейчас тоже тут делать. И там начиная... Короче, у меня сейчас нету больше 10 боев, и у моего соперника тоже нельзя быть больше 10 боев. А там один украинец тоже был с нормальным рекордом 20, 10 или 11. Они против него мне не дали подраться. Они вот так вот. Ихний боец дерется против одного нашего бойца, и они еще предложили. У нас есть на 70 килограмм еще один боец. И мы хотели этот бой сделать. Я думал, бы у меня нормально получилось. 70 килограмм я уже давно не гонял. Я последний бой 7 и в промежуточном весе дрался 75, 78. И вот, ну, тупил, если правильно сказать, Если тренер кто-то рядом был, я не делал бы это. Со скольких ты гонял 77? 80 килограмм, да. Так ты не гонял вес, брат. Так ты не гонял. Вот признайся, что ты не гонял. И вот появлялись бойцы с 80, которые на 84 дерутся, там некоторые, которые на 90, 88 промежуточные весы драли. И вот против них вот так 2 боя проиграл. Ну ничего, все по воле Всевышнего. Об этом я не расстраиваюсь. Да, брат, все согласен с тобой. Вот скажи, пожалуйста, момент... Да, слушай, брат. Говори, брат. Говори. Сейчас полностью договорились с менеджером, новый менеджер у меня, с тренером с Америки, Рон Кеслер, это наш тоже ММА-тренер по грэпплингу, по джиу-джитсу, из Хавермен. Они мне чуть, можно сказать, поругали тоже, если правду сказать. Ну, из-за того, что я вот так налево-направо подрался. Что в весах, там, у меня 70 килограмм, они мне говорят, они даже хотели, чтобы я в 66 выступал. А в 60, не знаю, смогу я ли сделать, потому что у меня кости, толстые кости такие. Ты про толстые кости сказал, я один прикол вспомнил. Ну, кости, ладно. Поэтому не буду. Я вес держался бы на 75 килограмм, я постарался бы погонять. Ну вот я 2 года сейчас не гонял на 70 килограмм. У меня сейчас вес 80. 81 вот между. Если я сейчас диету поправлю, много воды начупю, 7 буду спокойно. Потом 6-7 килограмм на последний месяц нормально будет. Ну, за неделю буду гонять 5-6 килограмм.
Мгм. Ну, ты знаешь, весогонка это такая история, что тебе самому, наверное, виднее, как ты восстанавливаешься, как ты себя чувствуешь в октагоне, с каким весом драться. Мне кажется, тебе виднее. Да, я себя чувствую, если я на 70 гоняю, у меня следующий день вес 75-76, я себя отлично чувствую. Ну, легкий, быстрый, ну и дыхалка, все Мгм. хорошо. Вот Салиму, кстати, я много раз помогал с весогонкой. Мгм. Я ему все Машаллах. готовил, все делал. Мгм. Машаллах. Мы про И тебя тоже очень много слышали, очень много видели про тебя тоже. я ему в день взвешивания все стояли там, пить не могли, а он кушал в день взвешивания. Вот так, я с ним серьезно, когда у него первый бой против иранца был, или это, не помню, помнишь? Нет. Первый бой в Беллаторе, какой-то иранец был, или кто-то боец Аля Абдалазиза. Ага. Против него же он дрался. Иранец, или я не помню точно, кто он был. Вот против, Ага. все четко, все, я с ним был. Я с ним Мгм. тоже к бою готовился, и он тоже готовился. И мы вместе начали. Я должен был тут в Мгм. Бельгии подраться. Мне тут предложили за титул сразу подраться с украинцем. Я сразу Мгм. согласился. И у него бой как раз в Беллаторе был. И я с ним чисто, четко, каждый последний месяц по граммам все разделили. Чисто он полностью, без никаких проблем все сбросил. Показал он Мгм. 145 ровно показал, ну чемпионский вес он в 66 килограмм показал. Но он еще и хавал в этот день, утром хавал там фрукты, ягоды. И все смотрели на него. Единственный боец, все там стояли вот так худые. А это там пил. Ага. И нормально, восстановил хорошо. Чуть Машаллах. пошли по весогонке. Ага. Машаллах. Рустам, расскажи, пожалуйста, ты сегодня в эфире сказал, что тебе помогает популярность в Инстаграме, зарабатывать деньги. Как ты вообще зарабатываешь деньги в Инстаграме? Расскажи про это немножко. Не, например, бывает компания, которая скажет, можешь там типа рекламу сделать, ну, в историю закинуть. Ну, закинуть, Мгм. договор делаешь, да, например, давай я тебе, например, скажу, ну, 3 раза закинешь 1500. Ну, по 500 Мгм. делаешь. И все. Для них это, не знаю, как реклама. Тут в Европе, знаешь как, если они это делают, у них налоги снижаются. Ага. Налог. И для них это хорошо. Если они это делают, Мгм. ну, ниже будет. И вот из-за Мгм. этого, из-за этого они тут начинают. Машаллах. Расскажи, пожалуйста, вот тот крайний вопрос я задам. Как ты планируешь провести праздники? Священный праздник для мусульман. Как она вообще происходит там, в Бельгии? Бро, сейчас, если правду на данный момент сказать, тут почти мечети закрыты. Мгм. Там 10 человек можно зайти, или 7, я точно. Сейчас они там все поменяют, там с ленточками сейчас стоят, в масках должен, там расстояние между друг другом, не знаю, несколько метров. Тут сейчас все там чуть начало. Тут надо дистанции держать. Ну, сейчас чуть облегчалось тут, а вот сейчас Мгм. начали газовать. Надо вакцинироваться. Ты обязан вакцинироваться. Если не вакцинируешься, не можешь ни в метро садиться, ни в автобус, ни в какой ресторан, ни какой зал, ничего ты никуда входить. Ты обязан вакцинироваться. А тут в Бельгии это еще нету. Но я думаю, сейчас, через несколько времени, ну, Европа же, они вместе же работают. И Мгм. все тоже начнется вакцинироваться. И походу мне тоже придется этот укол делать. Другого выбора, Ничего себе. другого выбора не будет. Они не будут тебя даже с аэропорта выпускать. Ничего себе. Я думал, что только у нас в России заставляют всех вакцинировать. Хотя как заставляют? Я без проблем прилетел в Дубай, то есть только вот это получил справку и Да. прилетел нормально. Тут этого нету, но во Франции, если во Франции началось, тогда это говорит, что в Бельгии, там, Голландия, все начнется, Германия, если одна страна уже начала, потом уже дальше пойдет. Но они тут что-то, какие-то разговоры идут, что в сентябре опять все закроют, там, типа, локдаун есть вот этот. Опять, а я спрашиваю, почему сейчас это не делают? Ну, Мгм. люди с ума сойдут, сейчас каникулы, типа, школьные каникулы большие, типа, 2 месяца каникулы, если мы сейчас все, локдаун сделаем, все, паника тут начнется, типа, туда-сюда сказали. И в сентябре, может быть, закроют опять все. Но я тут не буду уже. Я уже соскок сделаю сейчас. На самом деле мне непонятно вот эти истории с локдаунами, блин, говорит, ну, не знаю. Да, Ладно, не будем голову ломать насчет этого.
В России то же самое. Сейчас, говорят, там много заряженных, вот туда-сюда. Ну, ты можешь, там концерты происходят большие. Не вина же людей, а открывает концерт. Конечно, любой, не знаю, там пойдет, там, не знаю, или на бои пойдут, на бои. Можно это бои тоже. Бойцы же тоже так сейчас заражаются. Там бывает, бой отменяется из-за чего? Из-за кого? Ну, типа, за вируса. Все отменяется. Рустам, я тебе так скажу, я работаю в больших лигах и в OpenFC, допустим, там и недавно был, там месяц назад был и в Eagle Fighting Championship. Вот с тех пор, как начались вот эти карантины, у нас не было ни одного случая, вот в России, по крайней мере, не было ни одного случая, что бойца сняли из-за коронавируса. Ни в Лиге ACA, ни в Лиге IMC Fight Night, ни в OpenFC, Open Fighting Championship. Не было такого. Не было, да? Сейчас, я не знаю, то, что я слышал сейчас, там много зараженных сейчас, все хотят опять вакцинировать, типа туда-сюда. Ну, конечно, это будет, если мероприятие делать с многими людьми. Ну, сейчас чемпионат Европы был, там что было? Полностью все забито, не проблема им это было. Почему? Государство же на это зарабатывает. Ну, конечно, зарабатывает, полностью себе свои деньги берет, и потом люди остаются. И потом на них все кидает. Если бы вы не выходили бы, если бы не выходили. Если бы не выходили, вы бы не получили бы эти деньги. Государство, да, вообще имею в виду. Ну и вот из-за этого, я не знаю, все по-другому смотрят. Главное, чтобы я смог тренироваться, брат, делать все то, чем я хочу заняться, и свой бой провести. Чтобы турнир там не отменили, вот это я не хочу, брат. Прошлый год, когда чисто вирус начался, 22 марта у меня титульный бой должен был. И я гонял вес, еще в Америке был, и через день я вылетал, и через 4 дня у меня бой должен был. Я гонял на 70 килограмм, у меня 73 килограмма вес был, и я бегал. И я смотрю, мне этот звонит организатор из Бельгии. И я сразу же, мне так тепло стало, сердце началось биться. И я понял, что что-то не... Просто так он мне не позвонил бы. Потому что когда... У нас же, если вечер, у них же под утро же бывает тут в Бельгии, там 9 или 8 часов разницы, я точно не помню. И где-то там было 3-4 утра. И я говорю, что он так звонит? А у нас 8 часов вечера было, а я бегал. Я поднял, и он говорит, турнир отменили. Я полностью в весогонке сидел, там бегал. 8 литров воды начинал пить уже. И потом, чисто, если правда сказать, настроение. Если правда сказать, полностью настроение пропало. Ну и что, все, по воле Всевышнего. А вот тебе отменили бой, были такие случаи. Данная лига тебе возмещала вот эти вот твои расходы там? Не, ничего. Да, в контракт не прописано, да? В контракте это прописано не было. Ничего не было. Они просто предложили титульный бой. Мне самому просто интересно стало, потому что они сразу титульный бой мне предложили, и я не должен был там оставаться. Один бой, просто титульный бой. Ну, я не знаю, потому что в Бельгии, тут бельгийцы, они хотели бы, наверное, не знаю, меня может проверить. Я сразу согласился и сразу улетел в Америку на подготовку. И потом, у меня, брат, если правду сказать, на этот турнир 18 соперников поменялось. Ровно 18 соперников было. Сперва с Польши, потом с Украины, потом с Голландии, потом с Бельгии было, потом какой-то итальянец был. 18 соперников. Я ему сказал, я уже не могу, не знаю даже, что сказать тебе, сам найди. И потом там одному украинцу чуть побольше предложили. Ну, для украинцев евро же большие же. И он сразу же сказал, ему еще на 4 дня отель все сняли, все сделали. И он подумал, как раз в Бельгии отдохну с тренером, сюда приеду. Он согласился. Ну, не состоялся. Жесть, конечно, это все. Тут Салима, опять, братья, я вам говорил, с Салимом все нормально. Он в Лос-Анджелесе живет. У него были чуть проблемы финансовые, ну там семейные. Давай скажем, я лично все не буду говорить. Но он не оставил спорт, он занимается спортом. Он сейчас в направлении, не знаю, может сейчас, может жениться, да, вот так чуть вам скажу, да, может жениться, вот так вот это все. Но он уже 28 ему, да, 27-28, уже время у него тоже, от отдельности надо уже уходить, семью надо создавать. Может, он уже на это смотрит, да, я вам все не буду говорить, но я вам чисто намеки даю. Может, он уже в эту сторону смотрит пока что, этим хочет заняться. Потому что спорт это не вечный спорт. В любой момент может все закончиться, один удар или один перелом, навсегда можешь этот спорт забыть, а семья же остается же с тобой.
Семью надо, Конечно, брат. семью надо создавать. Конечно, брат. Я за него рад, что он, с одной стороны, в этом направлении. И потом, ну, он спорт не оставил, он вернется. Я у него спрашивал, ты оставил или вернешь? Он говорит, не, я не оставил, я занимаюсь. Он там в зале, я забыл имя, если я не ошибаюсь, это зал был Ти-Джей Дилашова. Он сейчас в этом зале тренируется. Если я не ошибаюсь, его менеджер, он с Ти-Джей Дилашова менеджером сейчас, если будет работать. Ну, там вот такие, ну, то, что я слышал, да, я вам говорю. Я считаю правильно, если его выбор. И он уже не молодой же боец. Надо семейно уже думать. А остальное он все сделает. Так что не переживай, жив, здоров, все с ним нормально. Последний тебе вопрос задам. Это точно уже последний вопрос. Вы долгое время дружите с Салимом Мухиддиновым. Какие таджикские слова ты знаешь? Да, я Таджикистан, Бапеш, Бородор, Бород. Я вот такие вещи знаю. Эбача, там, Чокады, там, вот такие вещи знаю. Больше знал. Когда мы вместе общались, когда мы вместе за одним столом, если когда там бываем, у меня чуть таджикский язык поднимается. Брат, я говорю тебе, многие хотят, чтобы в Таджикистан приехал. Я иншалла прилечу, брат. Поезд заберу здесь, прилечу в Таджикистан. Там многие приезжай. Вот Джамшед Сангинова, ты знаешь или нет? Он с нами в ЭКЕ был. Тот таджик. Вот он иншалла сейчас скоро семейное пополнение, все, сейчас женится, он в Таджикистан. Я иншалла приеду на это время. Машалла, брат, машалла. Рустам, я думаю, что мы с тобой постоянно теперь будем делать эфиры. Друзьям всем советую подписаться на страничку Рустама Серабиева, топить за него, за нашего брата, всегда газовать. Я никогда не видел болельщиков, как у таджиков. Я тебе чисто реально говорю. Никогда не видел. Ни на одном турнире. Где бы таджик не дрался, там шумиха полностью. Я как у таджиков болельщиков не видел. Я очень рад за таджиков, что вот так у них есть болельщики, поддерживают. Так что я вас тоже прошу, всех, кто сейчас от Салима не отглядывайтесь, наоборот, поддержите его. Ваша поддержка ему важна будет сейчас на данный момент. Это мотивацию ему даст увидеть, что его народ за ним стоит, что его поддерживает все равно. Все равно парень не такой парень, который у кого-то деньги просит. Он сам все зарабатывает, сам себя кормит, свою семью кормит. У него мать, сестры там дома, брат есть. Он их тоже кормил. С боя деньги получал. Так что его поддержите, не отворачивайтесь от него. Он тоже ваш брат из Таджикистана. Так что поддерживайте его тоже. Спасибо большое, Рустам. Я думаю, что и такие достойные парни, как ты, окружают нашего брата Салима Мухиддинова. Я думаю, что мы точно так же, как любим Салима, будем любить и тебя, и болеть за тебя тоже, брат. Баракалла, брат. Баракалла. Ты для нас отныне не чужой человек. Бля, я говорю, Таджикистан, Бапеш. От души, родной, от души. Будем постоянно с тобой на связи быть. Давай, брат. Салам алейкум. Давай, брат, на связи.